Здравствуйте, эфир телеканала «Осетия Рештон» продолжает программа «Вечерняя смена». В студии Зарина Бабачиева, мы в прямом эфире. Кого можно назвать героями 2020 года? Безусловно, врачей. И понятно почему. Сегодня у нас в студии человек, на плечах которого лежала огромная ответственность. Здравствуйте еще раз, Эмилия Аристарховна. Вы не раз были у нас в студии, совсем недавно были, но поговорили мы немного, поэтому сегодня продолжим. Расскажите, чем вам запомнился этот год, что плохое и что хорошее вы из него вынесли? Ну, год, конечно, был очень примечательный, я бы сказала. Наверное, таких, слава богу, годов немного в жизни каждого человека. Начало года ничего не предвещало. Мы с экранов телевидения смотрели, что-то там в Китае происходит, в каких-то странных одеждах они ходят. А могли ожидать, что это доберется до нас? Да, очень надеялись, что это где-то далеко, это нас не коснется. Когда закончились зимние праздники, наш главный врач объявил учение, что вот мы одеваемся, раздеваемся, будет средство индивидуальной защиты. Вот как тренировочные занятия по чуме и холере проходили в постоянном режиме, и нам это казалось, все равно это было похоже на какую-то сказку, что-то небывалое. Ну, все следили за новостями, за статистикой, куда это распространяется, и очень все надеялись, что до России это не доберется. Ну, конечно, уже в марте было понятно, что нам не избежать. Потом, конечно, было такое событие, когда Москва разрешила разъезжаться по домам всем, ну, кто желает. Вот тогда и пошли первые случаи. Было очень страшно, конечно, потому что ты не знаешь, с кем имеешь дело. Мы как-то лихорадочно готовились, была такая суета. Но чувствовали всегда поддержку извне. Поддержку наших соотечественников издалека, наших людей, которые оставались вне стационара. Это были и рестораторы. Вот хочу отметить, что первыми откликнулся ресторан «Жемчужина», которые старались нас поддержать. Очень недоумевали вот выходу Чельдиева, который вывел народ. Было непонятно, как такое может быть. Как можно не верить медикам, когда были печальные исходы заболевания. Это было очень непонятно. Потом стали откликаться многие, то есть кто чем мог. И «Зебра», и многие такие состоятельные люди из Москвы стали присылать те же средства индивидуальной защиты. Говорили, ну как, вот этот подходит, не подходит. То есть как бы работа шла сама по себе, но постоянная поддержка. Люди объединились. И я вот вспоминала, видимо, во время войны было нечто подобное. Те, кто уходили на передовую, и как это важно было, что вот дома ждут, дома. Это чувствовалось буквально везде, вот на каждом шагу мы это чувствовали. И с большой благодарностью, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо вам большое, кто мысленно были с нами. Вспоминаю День медицинского работника. Дети пришли и на асфальте рисовали вот логотип. Это было так трогательно. Мы все наблюдали, как это у них получается. Ими руководил такой молодой человек. И они так старались. Это было невероятно. И как только закончилась эта работа, буквально через минут 15 прошел ливневый дождь, и все это мы так огорчались, и потом друг у друга перекидывали вот эту фотографию детей с этим логотипом. Потом были баннеры, да, ну и присылали вот на такой-то улице твой портрет. Это тоже было. Да, ну вот мы делали просто свою работу, но как-то журналистам удавалось убедить нас, что мы действительно совершаем какой-то необыкновенный поступок, подвиг. Пошли первые
заболевшие сотрудники, всегда за них сильно переживали, чтобы вот как-то помочь, чтобы спасти, чтобы вот все это сделать так, чтобы благополучно закончилось. А потом как-то потихоньку первая волна стихла, мы радовались, что думали, ну не повторится, у нас все так хорошо, уже какая там вторая волна, столько переболела. Но, к сожалению, повторилась. Но просто в чем легче? То, что мы стали более опытные. То Уже есть, готовы. да. То есть если мы в первую волну там и с хиной экспериментировали, и с какими-то ВИЧевыми препаратами, то уже ко второй волне мы совершенно четко понимали, что антикоагулянты, гормоны, кислород, промпозиция, вот это все, на чем можно стоять и за что держаться. Но так как я с детской больницы, мне, конечно, больше повезло, чем взрослым инфекционистам. У нас не так много было тяжелых заболевших. Все-таки на детях в первую волну так много тяжелых случаев не было. Ну, а как дети переносили психологически? Психологически тяжело, конечно, первое время, но потом как-то привыкали. Ну, мы старались очень и улыбаться, и провожать, и как-то так вот. Да, я знаю, что вы провожали каждого Да. выписавшего. Да, что это все, вот это было очень, ну, как бы трогательно. Но вторая волна, она немного нас удивила, потому что пошли другие формы ковида. Видимо, он изменился. И вот сейчас у нас есть много мультисистемных воспалительных синдромов, которые тоже нас заставляют немного очень напрячься, прямо скажем. Когда мы весной приезжали к вам в больницу, снимали репортаж с вами, и про вас в том числе, и про работников, так сказать, невидимого фронта, про санитарок, поваров, вы рассказывали, что с началом этой пандемии у вас появился какой-то азарт. Изучать это все, Да. копаться в этом, понимать, что к чему и как. Да, это было интересно. Ну, во-первых, я уже не молодое поколение, прямо скажем, но мы никогда не видели эпидемии. И как бы из инфекционистов мы самые опытные, передавать опыт эпидемии было некому. Поэтому все, конечно, шло так вот из литературы, из вот все время наносные новости, каналы, мы все смотрели, как выглядит эта эпидемия. И было удивительно, что вот ты как-то переживаешь такое глобальное событие, не эпидемия, а пандемия. Но что-то в этом было, ну, как бы возвышенное, что-то такое. Но потом, понимаете, это когда вне работы. Когда сидишь вне работы, анализируешь, что и как. А когда ты работаешь, это просто выполняешь свою задачу. Заходишь и отрабатываешь каждого пациента. А бывало такое время, когда можно было и отдохнуть? Ну, конечно, бывало. Не все время же в красной зоне выходишь, там все запишешь, все сделаешь, и потом смотришь, а как у других, что там у других происходит. И вот это время, конечно, тогда а как у тебя дальше пойдет. Да, это было, ну, всегда. И переписывались с коллегами из Сибири. Ну, мы раньше вошли в первую волну, а у них вот первая волна совершенно недавно закончилась. Так что их еще впереди. То, в чем мы сейчас живем. А сколько вы пробыли на работе? Вы ведь не уходили домой? Нет, я, к сожалению, заболела, и меня отправили домой. Я была 2 месяца дома, потом вернулась в обычное отделение. И вот когда началась вторая волна, возглавила резервное отделение ковидное. Вот сейчас, где я работаю, это все началось с конца октября. А как вы переносили? Ну, заболевание у меня протекало в тяжелой форме. Вы рассказывали, что, опять же, повторюсь, весной, когда я приезжала к вам, вы рассказывали, что вы совсем не хотели быть врачом, вы даже хотели быть журналистом. Ну да, было такое, потому что, ну, преподавание в школе как-то, видимо, человек, который преподавал нам литературу и русский,
на меня так воздействовали, что мне казалось, что это действительно такая профессия интересная, когда можно беседовать, рассказывать, ездить, путешествовать, раскрывать человека. Мне было интересно. Но мама моя была врачом, инфекционистом. Я еще хотела быть археологом. То есть это такие какие-то профессии бы меня больше интересовали. Иронавый же он. Йода тетта нисышты. Орта асу. Адам алхаттарын чинкансморта доктора куш. Журналист, археолог, йоси нису. Орта асма доктора и бакуш. Ну, я пошла без особого энтузиазма, ну, по воле родителей. Ну, а потом я все еще думала, да, ну, возможно, я ее закончу, но, может быть, стану психиатром. Ну, что тоже там близко, все к журналистике. Но потом как-то не было вакансии стать психиатром. И в то время, когда заканчиваешь институт, тебе давали направление куда-нибудь. Но к тому времени уже вышла замуж, у меня были дети, никакого распределения я не получила, кроме как Северная Осетия. И когда я пришла к министру, ну, там министр всегда принимал врачей. Ну, он меня спросил, где бы вы хотели работать. Ну, я сказала, я хочу быть участковым терапевтом. Ну, тогда в городе не было мест, и можно было работать где-нибудь в сельской местности. И семья моя, она была с Алагирского района. Я говорю, вот в Алагирский район. Ну, выглядело, видимо, очень креативно. Он сказал, посмотри на себя, и какой Алагирский район. Вы остаетесь в городе. Вот идите в распределение Горздрава, и вот там где-то работаете. Когда я пришла в Горздрав, они сказали, значит, есть два места. Либо скорая помощь, либо детская поликлиника. Ну, педиатрию нам тогда преподавали, мы лечебный факультет преподавали не очень, всего так 2 недели, там какие-то лекции. И лечебники особо педиатрией не заморачивались. Но супруг уже сказал, дети были, ни о каких ночных на скорой помощи, выездах речи быть не может. Поэтому ты идешь в педиатрию. И меня охватил величайший ужас о том, что я не знаю ни доз, ни как подойти к ребенку, и как это ответственно. И я после работы с участка возвращалась и штудировала книги, проходила педиатрию заново. Но мне так сильно повезло. Во второй поликлинике была Зая Наловна Базоева консультантом. И она приходила в среду и консультировала тяжелых больных, ну, необычных. И вот чтобы, ну как своего рода мастер-класс, я ходила на ее консультации. И этот человек, в общем-то, ему я очень благодарна. Он из меня слепил детского инфекциониста, потому что она любила очень инфекции. Вот, и благодаря ей я осталась в профессии и всегда старалась как-то, ну, учителя своего не подвести в жизни. И вот это сыграло очень большую роль в моей жизни. Мне кажется, вы не подводите, вас ваши пациенты просто обожают. Ну, я стараюсь. Спасибо большое. Если это так, большое спасибо. Эмилия Аристарховна, расскажите в коллективе, какая царила атмосфера, расскажите про остальных врачей, как работали. У нас работали врачи такого среднего возраста уже. Они первыми ринулись на эту инфекцию. Был даже разговор, давайте мы наших возрастных врачей отстраним, мы сами за все возьмемся, не подведем и так далее. Ну, видимо, помните фильм «Произведение мальчишки-бальчиш», там, когда одних отправляли на фронт, других отправляли. Ну, в общем, все равно без нас не обошлось. Молодежь очень такая активная, очень такая амбициозная у нас, профессиональная. В этом плане нам очень повезло. Очень большую поддержку мы чувствовали от нашей администрации, которая проводила по утрам такие селекторские совещания, где все принимали участие. И на этих совещаниях мы понимали, как обстоят дела в других ковидных отделениях. И совместно на очередной день составлялся план,
приема, выписки необходимых лекарственных средств и так далее. Если какие-то анализы были не в компетенции наших лабораторий, подавались рапорта, и биоматериал отправлялся туда, что тоже помогало нам очень просто в лечении наших пациентов. Всегда чувствовали поддержки наших вспомогательных служб, лабораторий. Вот биохимия, эта лаборатория работала просто невероятно. Они делали, были такие состояния, что одному и тому же пациенту необходимо было по 3 раза брать за сутки анализ, если мы брали его на гепарин. И забор крови, конечно, шел постоянный. Большое всем спасибо нашим коллегам, которые поддерживали нас. Аптека в 3 часа ночи, в час. Вот этот препарат выезжал и тут же давалось. Наша администрация, вот девочки со стат-кабинетов, все то же самое. Что вы, как вы, что вам надо? Давайте мы вам то принесем, это принесем, как вас поддержать. То есть, понимаете, это хоть было тяжело, но вот человеческое вот такое участие, теплота. Вы, корреспонденты, которые просто нас поддерживали, тоже невероятно. Ваши приходы, вот эти ваши теплые репортажи, которые вы о нас снимали, это была очень мощная поддержка. Потому что, находясь там, мы постоянно пересматривали ваши ролики, нам становилось от этого тепло, и мы ждали, когда это все закончится. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Эмилия Аристарховна, ну что ж, здоровья вам, крепкого вам, вашей семье, с наступающим Новым годом. Пусть этот праздник вы проведете дома, в тепле. Не, мы пока его не можем провести. Главный врач сказал, что наш Новый год наступит, когда закончится пандемия. Так что Новый год, это, да, у нас тоже будет Новый год. А как в больнице вы будете работать? Да, мы будем работать, у нас жесткий график, по графику, то есть у нас нет выходных, как положено, мы работаем так, как будто на свете не существует Нового года. Но все равно мы елку нарядили, что-то такое мы себе позволили. Главное, что праздник был в душе. Да, совершенно верно. Спасибо большое, что пришли к нам. До новых встреч. Спасибо вам тоже большое. А мы уходим на рекламу. А мы снова в эфире. Это «Вечерняя смена». В минувшее воскресенье спасатели нашей страны отмечали профессиональный праздник. Также в этот день исполнилось 30 лет со дня основания Министерства чрезвычайных ситуаций России. О людях, которые жертвуют собой во имя спасения других, мы поговорим сегодня. У нас в гостях сотрудник Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС Георгий Букоев. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Расскажите о ваших главных таких достижениях в этом году. Это был непростой год. Много всякого произошло, много где участвовали спасатели. Самые такие достижения: в честь юбилейного года была запланирована акция «30 восхождений на различные вершины в республике». Вот это было самое такое позитивное, положительная такая акция, которую успешно спасатели осуществили. Угу. А расскажите, какие вершины вы... Различные вершины Северной Осетии разными группами спасатели совершали восхождения в течение всего года. Финалом акции стало восхождение на высочайшую вершину Северной Осетии, на гору Казбек. Спасатели вшестером совершили восхождение, поздравили коллег и товарищей с праздником. Ну, так прошла вот эта акция. Так отметили этот год. А каково это преодолевать такую огромную высоту? Это часть повседневной деятельности, результат тренировок. И это все, как сказать, повседневность, рабочий момент. Для вас это обыденно? Ну да, мы все по много раз совершали восхождения, были там не раз. Всем был хорошо знаком маршрут. Перед самым штурмом вершины возникли небольшие трудности, резко ухудшилась погода. Ну, это тоже никак не повлияло. Работали спокойно, в штатном режиме. А расскажите, как тренировки проходят? Тренировки проходят организованно от МЧС, совершаются сборы.
крупными группами спасателей. И самостоятельно все у нас любители горного туризма и альпинизма в свои выходные дни спасатели сами совершают восхождение. Так проходит подготовка в этом направлении. А о спасательных экспедициях расскажите, кому удалось в этом году помочь? Самыми крупными работами в горах были в конце октября. Большая группировка спасателей со всего Северного Кавказа участвовали в поисковых работах на горе Эльбрус. Была задействована авиация, беспилотники, действовала в районе большая группа спасателей. За дни, в которые проходили эти работы, было обследовано большое количество, большая территория была обследована, производился поиск пропавшей туристки. Приходилось работать в экстремальных условиях, обследовались скрытые ледовые трещины. Был выполнен большой объем работы. Это самые крупные работы, в которых мне довелось в этом году поучаствовать. Самый крупный большой опыт работы в команде со своими товарищами, с товарищами из других регионов. Мы вместе выполняли вот эту задачу. А подробнее о поисках. То есть вы какую-то определенную территорию обходите, обсматриваете? Да, на маршруте восхождения у группы альпинистов случилась чрезвычайная ситуация. В плохих погодных условиях из поля зрения пропала девушка, альпинистка, спортсменка. Точных данных не было, в каком именно месте это произошло. И приходилось, обследовать большие территории, осматривать весь район, вести активный поиск. А какие-то приборы вы используете? Проводится визуальный осмотр. По предполагаемому пути подъема проходят группы спасателей, отклоняясь в разные стороны, обследуя площадь вокруг предполагаемого пути подъема. Насколько я знаю, туристы должны зарегистрироваться, прежде чем куда-то отправиться, да? Туристы, должны регистрироваться, указывать свой точный маршрут. Но в экстремальных ситуациях, когда у групп происходят аварии или чрезвычайное происшествие, портится погода, могут возникать вот такие моменты, что точного места было невозможно определить. А за какой срок удалось найти? Поиски проводились в течение 5 дней. В конце этих работ ухудшилась очень сильно погода. То есть, работать было уже... И как в этом случае ждать, пока наладится погода? В таких случаях поиски приостанавливаются и ждут улучшения погодных условий. Георгий, насколько я знаю, вы даже не планировали быть спасателем, вы не готовились к этому, вы поступали на экономический, кажется, факультет? Да, я не готовился, но служба в армии, я служил в спасательном центре. И так сложилось, что пришел к этому. Расскажите о вашей профессии. Профессия интересная. Я бы не сказал, что сложная. Интересная. Хороший коллектив, дружные ребята. Все профессионалы своего дела. А вот что важнее, физическая подготовка или внутренний стержень? Я думаю, самое главное для спасателя – это умение в сложных, экстремальных условиях принимать нестандартные решения для нестандартных задач в обстановке, которая часто меняется, находить правильные решения, брать на себя ответственность за эти решения. Ошибка может стоить очень дорого. А участвовали в тушении лесных пожаров? За время работы в Осетии нет. Во время службы участвовал, да. Расскажите, что вообще, почему так происходит, что леса горят? Самое главное – это человеческий фактор. Неосторожное обращение, либо наоборот, целенаправленный поджог, либо пал сухой травы. Просто неосторожное обращение, пренебрежение элементарными мерами безопасности.
Ну, сегодня жители узнали печальную новость о школьниках, которые утонули в Моздоке. Ваши советы, возможно, как правильно себя вести зимой в таких подобных ситуациях? То есть где лед, где заснежено? Ну, у нас особенности нашего региона таковы, что сильных морозов не бывает. Поэтому покататься на катке, это все надо быть очень осторожным и таких вещей себе не позволять, потому что это может привести к беде. Сильных морозов у нас нет. Специально отведенные есть места, катки, все. Там проводить свое время. Под присмотром старших в первую очередь должны дети отдыхать. Элементарные вещи, и ими нельзя пренебрегать. Спасибо большое, Георгий, что были с нами. С наступающим вас Новым годом и новых побед, конечно же, в Спасибо. Новом году. А мы уходим на рекламу. Мы продолжаем эфир «Вечерней смены». В этом году ремонту и реконструкции дорог республики было уделено немало внимания. О том, как проходили работы и какие дороги успели привести в порядок, мы узнаем у заместителя председателя Комитета дорожного хозяйства республики Игоря Дзампаева. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, что было отремонтировано в городе прежде всего? Ну, дорожное хозяйство республики представляет из себя 265 километров автодорог федерального значения, 1018 километров автодорог регионального и межмуниципального значения и порядка 5200 километров – это улично-дорожная сеть. Федеральными дорогами занимается УПРДОР «Северный Кавказ». Комитет дорожного хозяйства занимается дорожной деятельностью в отношении дорог регионального и межмуниципального значения. Администрации районов и города Владикавказ содержат улично-дорожную сеть города Владикавказа и районов республики. В этом году я в отрасли работаю 34 года, я не помню такого года, чтобы такое количество дорог было отремонтировано. Скажу по комитету дорожного хозяйства. Отремонтировано 32 объекта протяженностью 126 километров. Такого ни в одном из годов не было. Также особую гордость вызывает то, что начали серьезно заниматься мостовыми переходами. То есть в этом году провели реконструкцию 3 мостовых переходов. 2 мостовых перехода – это по дороге в селение Тарское. Кстати, и дорогу там полностью сделали до села. Это 10,5 километров. И 1 мостовой переход в селении Чермен. Такие же темпы мы постараемся и в следующем году соблюсти. То есть наметили уже тоже мостовые переходы, наметили объекты. Дорожная деятельность – это не только дороги, но это еще очень много вещей, которые вот простому обывателю даже... Например, расчистка подмостовых русел, противопаводковые работы и так далее. Их очень много. Подпорные стенки. Это для того, чтобы обезопасить водителей и пользователей дорог от селей, лавин. Вот такие вещи тоже делаются. А расскажите, как проходит реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»? Те планы, которые мы наметили по республике, по региональному проекту «Безопасные и качественные дороги», 100% выполнены. То есть работы по этому проекту были завершены месяц назад. На данный момент мы выставили на аукцион и проторговали все объекты, которые будут реализовываться в следующем году, в 2021 году. Определили подрядные организации, некоторые уже приступили к работам. То есть те работы, которые по погодным условиям можно выполнять, подрядные организации уже приступили к планам следующего года. То есть к реализации планов следующего года. Игорь Тимир-Султанович, вот вы сказали, 34 года работаете. По вашему опыту, как часто нужно менять покрытие асфальта, чтобы оно всегда было в надлежащем состоянии?
При строительстве, реконструкции это 24 года, при капитальном ремонте это 12 лет, при ремонте тоже от 6 до 12 лет. То есть это физически сколько может выстоять асфальтобетон или же земполотно. Все зависит от того еще, как дорога эксплуатируется, в каких условиях. То есть там, где горная часть, там, естественно, приходит в негодность намного быстрее автомобильная дорога. А что обеспечивает сохранность дорог? Сохранность дорог обеспечивает, во-первых, самая беда для дорог – это вода в земполотне. То есть первая мысль и проектировщика при проектировании автомобильной дороги – это как увести от дороги воду. Это и кюветы, и дренажи, и водопропускные трубы. Если вода от дороги уведена в сторону, то дорога прослужит намного больше. То есть ливни – это беда для дороги? Не столько ливни, сколько вот то, что вода попадает под асфальт. Земполотно автомобильной дороги. А какие планы у комитета на будущий год? У комитета на будущий год на сегодняшний день у нас порядка 30 объектов будет на следующий год. У нас 6 объектов – это строительство, реконструкция, в том числе горно-рекреационному комплексу «Мамисон». В этом году приступили к работам. Работы сейчас ведутся в тоннеле, по реконструкции тоннеля. Ну и также еще есть переходящие объекты. На следующий год планируется реконструкция моста. Вернее, она уже началась, но будет завершена в следующем году. Это в селении Фарн. Это между Красногором и Николаевской станицей. Это ведется реконструкция моста Зорикал-Феогдон-Хилак. Это вот где Аланский монастырь, на подъезде к нему. То есть будут современные мосты с широкой проезжей частью. Вы говорите о дорогах к Мамисону, а если во время строительства будут большие грузы, например, не придется ли потом менять это все? Нет, не придется. Это все рассчитано. Проектировщики как раз проектируют дорогу, исходя из интенсивности движения и состава транспортного потока. То есть это в учет берется. Спасибо большое. Я предлагаю немного сменить тему. Трое наших земляков – Альберт Козаев, Виктор и Азамат Кацкиевы – недавно были удостоены награды «Бронзовые рыцари дорог» за работу в одной из крупнейших транспортных компаний Бельгии. Мы связались с нашими соотечественниками и прямо сейчас узнаем все подробности. Здравствуйте. Добрый вечер, студия. Здравствуйте, Виктор и Азамат. Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, вы нас слышите? слышно? Добрый вечер. Слышно вас? Да-да-да, слышно. Добрый вечер. А который час в Бельгии? В Бельгии сейчас 5:20. 5:40. 5:40. Виктор, Азамат, расскажите подробнее, за что награда? Добрый вечер, студия, добрый вечер, Осетия. Ну, награда за работу, если так вкратце говорить, за работу, за хорошую работу, за безаварийную езду в течение 5 лет. Без аварий дается бронзовая, в течение 8 лет дается золотая и в течение 10 лет дается бриллиантовая. То есть вы отработали 5 лет? Это за безаварийную и за хорошую езду, а также, ну, Если ошибок не совершаем в процессе работы. Да. То есть не нарушаете правила дорожного движения? Ну, и это тоже, естественно, да. А как работали во время пандемии? Во время пандемии
Ну, очень многие шофера отказались выходить на работу, и к нам подошел лично наш генеральный директор этой компании и попросил выходить на работу. И мы, естественно, согласились, потому что нужно выходить на линии, потому что мы работаем на отдельной линии, но он попросил нас выходить на доставку товаров, и очень много люди заказывали по интернету, очень много разных вещей, и приходилось и доставку этих материалов тоже осуществлять. Мгм. А расскажите о качестве дорог в Бельгии. Мы как раз говорили сейчас с комитетом нашей республики, с комитетом дорожного хозяйства. Ну, о качестве дороги я могу так сказать. В 2000 году я приехал в эту страну. Дороги были лучше, намного лучше. Сейчас состояние дорог ухудшилось, но все-таки качество остается очень хорошим, потому что усилие дается, конечно, по автомагистралям, крупным автомагистралям. Они в очень хорошем состоянии Скоростные. содержатся, да. Но и национальные тоже. Но если сравнивать с 2000-ми годами и в нынешней ситуации, то немного дороги стали хуже, А чем сколько раньше. лет вы в Бельгии? Я уже 20 лет. Я 13. А когда последний раз в Осетии были? Я был 2 года назад. Я тоже. Что-то В связи с поменялось? пандемией. Заметили изменения какие-то? Вы знаете, в лучшую сторону. Изменения есть в лучшую сторону. Мы это замечаем. Может даже отсюда это более видно, что изменения есть. И изменения, на наш взгляд, все-таки изменения в лучшую сторону в Осетии. А расскажите И по про молоку. настроение жителей Бельгии. Есть новогоднее настроение? Готовитесь к празднику? Новогоднее настроение есть, оно присутствует, если честно сказать, немножечко совсем. Потому что сейчас у нас такие правила, что мы друг к другу пойти не можем. Потому что Правила в Бельгии сейчас очень жесткие. Это один человек имеет право посетить семью. Это в данный момент я пришел к Азамату домой, я имею право, как один человек. Уже даже если со мной будет мой сын или моя дочь, мы не имеем права посещать. да, Очень строго. А как планируете Новый год отмечать? постараемся, В кругу семьи. постараемся все-таки что-нибудь придумать и вместе, естественно. Каждый у себя дома. Да, в этом году так получается. Не получилось у нас приехать и в Осетию. И вот Альберт Козаев, который третий человек с Победитель. Осетии, он живет чуть подальше от нас, около 80 километров. И уже он не имел права приехать сюда. Мгм. Виктор, Азамат, спасибо большое, что связались с нами. С наступающим Новым годом и здоровья. Вам Вас спасибо. тоже. Вас тоже с наступающим Всего Новым годом. хорошего. Берегите себя и здоровья вам. Спасибо, До до свидания. свидания. Но несмотря на все сложности этого года, праздник все-таки приближается. И, можно сказать, он у нас в студии сегодня. Постойте, постойте. А вот и Дедушка Мороз. Здравствуйте, дедушка. Здравствуйте, здравствуйте, с наступающим вас Новым годом. Спасибо, дедушка, и вас тоже. Как настроение? Ой, настроение очень хорошее. Конечно, такие слова услышать. У нас дороги новые будут строиться, нам очень приятно. Дед Мороз тоже ходит по этим дорогам. Во всяких кочках. А сейчас у Как нас будут добирались такие к нам, дороги. дедушка? Как добирались? Ох, очень хорошо, очень хорошо. Ну, чуть-чуть устал, дедушка все равно. Чего поделать? Присаживайтесь, дедушка. Присяду. У вас очень необычный наряд. Да. Очень необычный, очень это красивый. потому что я осетинский Дедушка Мороз. Национальный, у нас вот черта вот такая вот у нас. Тенграшух. Черкеска, бурка, шапка национальная, вот так. И посох.
который подарил мне в шате. Это не простой посох, а посох олень. В нужное время он превращается в оленя и везет меня к ребятам нашим. Для поздравлений. А вы в этом году были уже у ребят? Был в Осветинском театре, у них там бывают праздники. Я к ним прихожу, поздравляю, играю с ребятами, поем, веселимся. Ну, знаете, некоторые ребята не смогли встретиться с Дедушкой Морозом, потому что ограничительные меры. И я вот знаю, вы не просто так к нам сегодня пришли. Можете напрямую обратиться к ребятам, которые очень ждут ваших поздравлений. Да, конечно же, конечно же. До меня дошло, что в 5-й гимназии 2-му классу сообщили, что якобы Дедушка Мороз заболел коронавирусом и умер. Ничего подобного, ребята. Вот вы видите меня живым и здоровым. И обещаю с вами праздновать Новый год и подарить вам всем подарочки. Спасибо, Дедушка Мороз. Ребята все ждали, все смотрели. Мы всех предупредили, они включили телевизоры и увидели вас. Ну вот, и мне тоже приятно. Вы очень красивый, Дедушка Мороз. Спасибо, спасибо вам, спасибо. Наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. С наступающим вас Новым годом и до новых встреч!